Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на неожиданные события, которых совсем не ждете. Что будет происходить с вами, что будет происходить в вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте посмотрим. Неожиданные события. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, правда неожиданные. Смотрите, какие знаки. Ну, давайте начнем с этого человечка. Здесь человек оказался как под колпаком, либо в каких-то затруднительном каком-то положении, в затруднительных обстоятельствах. Человек, который гордился тем, что он все знает, все умеет, все может, да и вообще пуп земли. Вот такой человек попадет в неприятности и придет к вам, либо обратится к вам за помощью. А вы так умиленно и скажете: ну надо же, правда, да, ко мне пришел, либо пришла. Ты ж такая умная, либо такой умный. Тут мне рассказывала, и за помощью приходишь. Слушайте, и смешно, и грешно. Очень вы этому удивитесь. Кстати, еще дилемма для вас будет, как поступить. Посмеяться, пойти дальше, либо посмеяться и помочь. Но вот правда, со слезами на глазах будет вас просить о помощи. Как единственный человек, который может помочь. Может быть, это ваш какой-то знакомый, может быть, какой-то надменный родственник. Но, тем не менее, что будет, то будет. В неприятности попадет. Большой неожиданностью и большой случайностью станет для вас встреча с каким-то то ли бывшим, то ли, если мужчина меня смотрит, бывшая, там, муж, жена, либо парень, девушка. Вы этого человека просто не узнаете. Он вас узнает, либо она вас узнает, а вы нет. Вы долго будете стоять, смотреть и думать: Господи, что это? Человек крайне плохо будет выглядеть, и пахнуть, возможно, будет плохо от этого человека. И очень до неузнаваемости поменялась внешность в худшую сторону, в худшую. Возможно, этот человек с вами плохо поступил, и у вас такая мысль еще придет: ну вот, получай бумеранг, да, вот оно как все обернулось. Даже какое-то удовольствие получите от того, что вы увидите. Да, может быть, человек вас оставил, может быть, с какими-то такими прогнозами, что вот я там всего добьюсь, все получу, а ты там без меня пропадешь. А ничего подобного, ничего подобного. Все наоборот таки произойдет. Ну, такая встречка, вы знаете, впечатление получите. Дальше, мои хорошие, работа. Что-то на работе будет происходить. Кто у меня работает? Готовьтесь к тому, что вам придется работать за кого-то, заменять, подменять. Может быть, даже выполнять не свою работу, не в своей зоне ответственности. Но это будет интересный опыт, важный интересный опыт и возможность себя показать. Опять же, у кого-то отыграется, что начальник подойдет и скажет: ну, выручай, спасай, выручай, буду у тебя в долгу. Ну, либо вы давно хотели себя попробовать там, в другом направлении, в других полномочиях, и это прекрасный шанс. Работать вам будет интересно, легко, весело, и плюс еще какой-то бонус идет. Бонус, например, в виде сердечной благодарности от вашего начальника, либо в благодарности, которая выражается в денежных купюрах. Девушки, которые не работают. Возможно, ваш мужчина будет дополнительно брать работу, либо кого-то заменять, подменять, да, просто, как говорится, пропадать на работе. Для вас это 100% обернется пополнением, приростом по прибыли. Вот. Если вы работаете сами на себя, то здесь готовьтесь к тому, что будут заказы, и заказов будет много обращений, заказов, клиентов, ну, смотря чем вы занимаетесь. И у вас настроение повышается, улучшается, повышается. Может быть, вы переживали, что вот не сезон, либо там люди не желают платить. А тут на тебе прям толпа идет. Толпа,
И всем нужно, и все хотят, и готовы ждать, и готовы платить. И прям все такие душки, послушные, милые. Что ваш бизнес растет, что все делаете правильно, востребованность ваша растет. Хороший на самом деле знак. Как-то в один момент это произойдет. В один момент. Ничего не предвещало, и тут на тебе очередь из клиентов. Либо начальник на коленках стоит и просит: помоги, выручи, поработай. Да, хороший знак, денежный знак. Обещает вам денежку хорошую, реализацию, денежку, авторитет, да, показать себя. Хороший знак. Так, дальше. Какая-то здесь связь формируется неожиданно для вас. С кем-то вы случайно то ли поговорите, то ли вместе, может быть, там, будете куда-то ехать, да, какое-то общение. Человека вы этого либо плохо знаете, либо вовсе не знаете. И буквально вот этот разговор, вот это небольшое, там, непродолжительное общение вас как друг к другу привяжет. Поймете: ой, какой интересный человек, ой, какой грамотный человек, ой, думает так же, как и я. Ой, как интересно пообщаться, как познавательно пообщаться. Прям завязывается какая-то дружба, причем она взаимная. То есть и вам интересен человек, и вы этому человеку очень интересны. И прям вы как на одной волне. Вам так хорошо вместе легко, просто, интересно, как-то весело даже будет. Прям очень понравится, как новая дружба у вас завяжется. Хороший человек, да и вы очень тоже хороший человек. Так, идем дальше. Здесь придут новости о какой-то парочке. Парочка очень, либо плохо к вам относилась, либо вы их не воспринимаете, недолюбливаете. Вот что-то у них там происходит. Они там ссорятся, ругаются, дерутся, может быть. Это могут быть как муж с женой, так и, например, там две подруги, два друга. Да? Они парой выглядят. Дружеская пара, либо любовного характера, семейного характера. Люди разругаются в пух и прах. В пух и прах. Что-то страшное, Армагеддон произойдет. Там и с мордобоем, может быть, и с полицией, и с чем угодно. Для вас это будет очень неожиданно. Сложно будет в это поверить. И с другой стороны, смотрите, эти люди как разругаются, больше они назад не соединятся. Не сойдутся. И это факт. Факт. То есть придут такие новости. Для вас это хороший знак, потому что эти люди действительно, возможно, как-то вам вредили, плохо к вам относились, может быть, где-то вас принижали, либо вами пользовались, да, как-то на вас давили. А теперь по отдельности они вам не страшны. То есть по отдельности они не сила, а так. Вот. Хороший знак на самом деле. Так, еще. Здесь вы удовольствие начнете получать от чего-то того, чем раньше никогда не занимались. Допустим, вы раньше никогда не танцевали, начнете танцевать, да, пойдете там на танцы. Кто-то раньше не смотрел, либо не читал там любовные романы, начнете читать, смотреть, прям втянетесь, удовольствие будете получать. Кто-то из вас, допустим, не занимался спортом, прям новое и удовольствие получаете, как для себя открываете. Хорошее начинание, продуктивное, вам какую-то пользу несет. Либо отдыхать можете, да, в эти моменты, либо действительно, если это спорт, либо танцы, то укреплять свое здоровье. Так, неожиданно. Очень симпатичный мужчина, я бы даже сказала, красавчик. Смотрите, стоит перед вами на одной коленке, да, преклонил колено перед вами и делает вам какое-то предложение, и как признается в чем-то. Может быть, в чувствах признается, может быть, зовет вас на свидание, может говорить, что вы самая прекрасная из ныне живущих женщин на планете или вообще во всей галактике. Мужчинка с репутацией. Репутация Дон Жуана, репутация такого распутника, грешника, но все женщины от него без ума. А он, видите, к вам, даже не просто к вам, перед вами колено преклоняют, но это явно он вас куда-то зовет, приглашает и в чем-то вам признается. Скорее всего, в чувствах. Слушайте, вы просто обалдеете, да вам все завидовать будут, тут все женщины с ума сойдут. Знаете, прям, скажут, что он в ней нашел, что он в ней нашел, почему она, почему не я? Боже, тут разговор, столько будет разговоров о вас ходить. Вы знаете, вы такая женщина узнаваемая станете.
узнаваемое. Прям вы будете проходить, и вам вслед будут смотреть. Мужики с обожаниями, женщины с завистью. А вы такая королевна идете, думаете, вот оно мое время. Не знаю, чем вы там ответите этому мужчине. Захотите вы его, не захотите. Но вот этот сам факт, что он перед вами преклонил колено, это просто бомба, пушка. Да? Всех разорвет на мелкие кусочки. Да, девочки, вы крутая штучка, да? Горячая штучка. Такого Дон Жуана с ума свели. Ну, молодец, молодец. У вас есть эта сила, вы умеете мужиков покорять, да? Загонять и покорять. Так, дальше, с левой стороны. Здесь какой-то полулошадь, полудинозавр. Что-то странное такое, знаете, не очень здоровое, да? Не очень здоровое. Здесь какая-то работа, которой вы занимались через силу. Либо работа, которая прям совсем не нравилась. Работа, которая занимала у вас больше времени, чем это положено. Ну, понятно, когда через силу, когда не нравится, то и работаешь медленнее. Смотрите, уходит в левую сторону. То есть возможность либо отказаться, либо, в принципе, этого уже больше не нужно будет делать. Хороший на самом деле знак для вас. Главное, что это будет неожиданно, и главное, что это вас очень сильно порадует. Как облегчение вам принесет. Да? Нелюбимым делом больше не надо заниматься. Может быть, даже это не у вас отыграется, а у кого-то из ваших близких. А вы за своего близкого человека переживали и тоже порадуетесь, скажете, ой, как хорошо, да, замечательно. Так, еще неожиданно. Неожиданно какие-то документы, бумажки, справки, что-то нужно будет получать, либо забирать, либо подписывать. Что-то вы будете бегать, причем какой-то авральный режим. Вот нужно очень быстро все будет сделать. И вы такая, не веря в то, что это возможно, в то, что это получится, идете так налегке, думаете, да, все равно ничего не будет. А вы знаете, будет. Будет. Как-то быстренько вы эту бумажку получите, либо оформите, либо вам ее подпишут. Вы же сами обалдеете, скажете, что правда, так можно было. Какое-то неурочное время, там уже, знаете, как все закрывается. Либо люди на обед уходят. Вы такая приходите, говорите, мне надо. Думаете, сейчас пошлют. Они такие, о, хорошо, давайте, мы сейчас все сделаем. Слушайте, вас так люди удивят, которые будут подписывать, либо выдавать. Что-то посмотрите и скажете, что инопланетяне, что ли? Да? Вы что, инопланетяне? Да как же так? Где наше привычное хамство? Где там правила, режим и прочее? Да, это как-то быстренько у вас пройдет, на удивление. Кстати, вам и другие люди будут удивляться, как вы быстро так все получили. Так, еще. Кто-то вам наврет очень сильно. Наврет, а вы поверите. Здесь вышла женщина худая, с хвостом. Русалка. И она вам прям врет, а вы ей верите. Вы ее то ли послушаете, то ли к ней прислушаетесь. И окажется, что это все враки, причем такие ужасные. Вы то ли время потратите, то ли наоборот, как упустите время. Для вас такой неожиданностью будет, что люди могут так врать. Я не знаю, на кого вы будете больше злиться, на эту женщину, либо на себя. Да, потому что все-таки это же вы поверили. Вы же поверили, да, могли бы и проверить. Могли бы и усомниться, но делайте правильные выводы. Эта ситуация не патовая, не смертельная, но тем не менее правильные выводы вам сделать стоит. Она без зазрения совести врет, а вы ей, извините, с удовольствием верите. Да, бывает, такое бывает. Какая-то поучительная история произойдет. Так, дальше. Здесь какая-то проблема рассосется. Вот просто рассосется. В это сложно будет поверить, но так оно и будет. Вы, например, да, готовитесь силами, собираетесь, с духом собираетесь решать какое-то дело, какую-то проблему. Думаете, вот сейчас я займусь, настроюсь и займусь. Настроились, начинаете заниматься, понимаете, что нет проблемы. А она сама решилась. Да? Либо тут какое-то стечение обстоятельств, либо действительно проблема потерялась, вот перестала быть насущной, перестала вообще эта ситуация задавать вам проблему. То есть для вас это будет таким удивлением, вы скажете, ничего себе, почему же раньше это не произошло? Слушайте, это приятная неожиданность, и
Всем бы таких неожиданностей, да, почаще, да, чтобы со всеми проблемами так происходило. Возможно, кто-то за вас решит эту проблему. Возможно, действительно обстоятельства поменяются. У каждого отыграется по-своему. Но у вас будет такое дикое удивление, что вот я настроилась, я долго к этому шла, я настраивалась, я собиралась силами, а раз и нету, да, нету проблемы. Даже какой-то свободные часы, свободный день у вас появится. Посвятите его себе, либо своим близким. Поверьте, оно того стоит. Так, дальше. Очень неожиданно провода, связь, ну, либо телефонная связь, либо интернетная связь. Кто-то вам начнет написывать. Человек будет просто спамить какими-то сообщениями. Сообщения либо любовного характера, либо, ну, как приставания мне идут, приставания, да, пристают к вам с какими-то вопросами, с какими-то, не знаю, словами. Ну, вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Во-первых, вас очень сильно удивит, что бывают такие приставучие люди. А во-вторых, благодаря этой неожиданной ситуации вы лучше начнете разбираться в технике. В технике, например, в связи, в умении, например, настроить там свой телефон, либо компьютер на то, чтобы не принимать вот такой спам, либо заблокировать какого-то человека. Прям начнете со злостью ковыряться и думать, вот сейчас как тебя заблокирую, да, либо как мне тебя заблокировать. И прям, да, поймете, что вы научились. Прям, да, какие-то новые знания прирастут. Слушайте, даже полезно, это полезно. Приставание – это полезно. Вы благодаря им умеете обращаться с гаджетами. Либо лучше станете обращаться с гаджетами. Так, дальше. Здесь случайным образом вас как в гости затащат, затащат в гости. И будут очень вкусно-вкусно угощать. Какую-то прям вкуснятину вы попробуете. Вкуснятина. Случайным образом. Ну, может быть, вы не собирались. Может быть, вам там звоночек, да, приходи. Либо мы там собираемся у кого-то дома, давай пойдем, встретимся. Вот вы попадаете случайно, что-то очень-очень вкусное будете кушать. Прям удовольствие получаете от еды. И вы знаете, давно вы такое не кушали. Давно. Будет и вкусно, и весело. И прям не пожалеете, что вы попали в это место, в этот дом. Хороший момент. Так, еще одно случайное событие. Это как сон вам идет. Сон, подсказка через сон, информация через сон. Смотрите, кто-то из вас очень сильно озабочен какой-то ситуацией. В голове у вас есть вопрос. И вы знаете, вы получите ответ. Как через сон получаете ответ. Подсказку, ответ. Случайным образом. Ну, вы так будете воспринимать. А на самом деле это ваша интуиция вам отвечает. Вот именно через сон отвечает. Кто получит информацию через сон, поверьте, у вас очень крутые способности экстрасенса. Просто вы их еще не раскрыли. Надо над этим работать, надо этим заниматься. Либо, знаете, как случайная переживательная ситуация стала триггером на открытие ваших экстрасенсорных способностей. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.